Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Опасная напасть. Вы представьте, какой шок и какие последствия для этого ребенка. Как собираются решать проблему бродячих собак, узнал Дмитрий Аренин. Считанные часы до Светлой Пасхи. Пасху мы отмечаем всегда. Ну вот и детей пытаемся тоже приучить к этой традиции. С какими традициями встречают татарстанцы великий православный праздник? Подробности у Натальи Мезиной. Сладкий фестиваль. Вкус. Там чувствуется мед натуральный. Самый вкусный чак-чак Татарстана в Болгаре попробовала Вероника Гайнудинова. На старте профессионалы, любители и даже малыши. Давай, одной, второй. Как сегодня в столице республики прошел первый день Казанского марафона, расскажет Салават Мухаммадулян. Отловить бродячих собак и построить приюты. Такое поручение главам районов дал Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Тема безнадзорных животных сегодня стала одной из главных. С начала года от укусов собак пострадали более 1000 человек. Резонансный случай на днях произошел в Осиново, где стая псов напала на 11-летнего школьника, которого чудом спасли. Как остановить охоту на людей, узнал Дмитрий Аренин. Вы представьте, какой шок и какие последствия для этого ребенка. То, что серьезный разговор и меры уже назрели, красноречиво говорит ЧП в Осиново. Там свора собак напал на 11-летнего школьника. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в ДРКБ. Мальчику сделали сложную операцию. Сейчас он в реанимации. Был доставлен ребенок в тяжелом состоянии с множественными укушенными ранами практически всей поверхности тела. Операция продолжалась около 3 часов. Прогнозы по восстановлению медики пока не дают. Раны от укусов обычно заживают тяжело и долго. Вот он находится в ДРКБ, пока его жизнь не угрожает опасность. Мы очень надеемся, что спасем. И этот случай не единичный. С начала года в Татарстане от укусов бродячих собак пострадали более 1000 человек. И это только те, кто обратился за медицинской помощью. 10 дней назад в больницу попал житель села Шагали Высокогорского района. Нападали на людей в Чистопольском и Огрызком. Число жалоб на бездомных животных выросло в 20 районах республики. Вопросы в сфере обращения с животными полностью находится в зоне ответственности муниципальных районов и городов. Мы должны быть человеческим лицом относительно животным, но кто-то же порождает безнадзорных животных. Главам городов и районов необходимо усилить контроль за количеством и поведением животных без владельца на территории муниципального образования. Наведите порядок. Все, что необходимо, значит, на уровне правительства мы готовы подключиться. Во многом причина увеличения количества бездомных животных на улицах в действующем законе. Он вступил в силу в январе 2020 года. По нему животных запретили усыплять. Можно привить, стерилизовать и отпустить на волю. В приютах оставляют только проявляющих агрессию. В итоге стаи диких псов держат в страхе города и села. Рустам Минниханов поручил муниципальным чиновникам заключить контракты с подрядными организациями по отлову собак и жестче контролировать их работу. Также должны быть созданы межмуниципальные приюты для бездомных животных. Если есть частные, посмотрим, давайте, что им нужно. На свои деньги, не на свои, еще даже на свои деньги. Я готов свои деньги тоже дать на это дело. Чтобы такого позора не было, чтобы вот таких вещей не было. Также Рустам Минниханов просил Кабмин Республики совместно с Госсоветом обратиться к депутатам Госдумы. Нужно инициировать изменения в федеральных нормах. В частности, установить обязательную регистрацию домашних животных и ограничить их количество в домохозяйствах. 2 недели назад Госсовет Татарстана поддержал парламентариев Республики Коми. Они предложили внести поправки в закон, обеспечить финансирование с федерального бюджета строительства новых приютов. Дмитрий Аренин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Никакого расслабления по антиковидным мерам быть не должно. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на республиканском совещании. По данным Роспотребнадзора, количество выявленных больных на этой неделе увеличилось. Сегодня 35 новых заболевших. Кроме того, в Татарстане зафиксировано уже 12 случаев британского штамма ковид.
Ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. Если в феврале мы видели еженедельное снижение заболеваемости на 54 случая, а по итогам апреля мы видим, что снижение практически прекратилось, и это нас, конечно же, не может не беспокоить. На сегодня от коронавируса в Татарстане привились более 255 тысяч человек. Развернуто 153 прививочных пункта. Поступило более 300 тысяч доз вакцин 3 видов. Как отметил Рустам Минниханов, нужно наращивать темпы вакцинации. Для стабилизации ситуации в день могут прививаться по 10 тысяч человек. Также президентом поручено взять под контроль вопрос вакцинации сотрудников летних лагерей. Я очень обеспокоен, что вот эти 10 дней мы немножко можем ситуацию упустить. Поэтому должны быть приняты все меры. Ограничить контакты, соблюсти масочный режим во всех общественных местах. Взрослые немножко научились уже себя, или вакцинацию прошли, или как-то себя более сдержанно действовать. Поступают молодые и в достаточно тяжелой форме. Успокоения не должно быть. Завтра Светлое Воскресение Христово. Для православных это праздник праздников и торжество торжеств. Пасхальное богослужение в прямом эфире смотрите сегодня на телеканале ТНВ. Прямая трансляция начнется 11:30 ночи из Благовещенского собора Казанского Кремля. Праздничное богослужение совершит митрополит Кирилл. Миллионы верующих готовятся встретить Пасху. Украшенные яйца и испеченные куличи православные несут в храмы, чтобы осветить главные символы праздника. Наталья Мезина подробнее. Свечи, молитвы и запах ладана. С раннего утра в Казанском Богородицком монастыре субботнюю литургию читает митрополит Кирилл. Сотни православных несут в храм главные символы Светлой Пасхи – яйца и куличи. Изюм, орехи всякие различные. В пасхальной корзине у Ангелины Витмиш яйца всех сортов. Сладкие из сухофруктов, куриные, перепелиные и даже яйца индаутки. Все свое. Бережно везла из дальнего города Березники Пермского края, чтобы в Казани осветить пасхальные дары. Ой, да, конечно, это благодать. Это еще раз помолиться. Может быть, даже получится поговорить с Господом. В Казань в эти дни приезжают со всей России. Наталья Храмцова на службу вместе с дочкой прилетела из Москвы. Для них сегодня особенный день. Это семейный праздник. Для меня в первую очередь он, наверное, как Новый год и еще какой-то, да. То есть мы не очень церковные люди, я бы сказала, но Пасху мы отмечаем всегда. И детей пытаемся тоже приучить к этой традиции. Бабушка, а как вы Пасху встречали? Знаешь, Максим, когда тебе подарят первое пасхальное яйцо, нужно обязательно загадать желание. Если у тебя будет в душе вера и любовь, то твое желание обязательно исполнится. Традиции Светлой Пасхи бережно хранят и передают из поколения в поколение в селе Никольское. Всей семьей убирают дом и двор перед праздником, а после собираются семьями. Топят печь сосновыми шишками и дровами, ставят на огонь лук со свеклой. Вот попробуй-ка в луковой шелухе. А ты попробуй в свекле. Ничего себе! А мы сейчас свой способ покажем. Алые и золотые яйца как с картинки, но и у современного поколения тоже есть свои хитрости. Краски всех сортов, наклейки, минута и пасхальный стол готов. По старой русской традиции, если яйцо с покрашенной скорлупой треснуло, то выбрасывать его ни в коем случае нельзя. Нужно дойти до водоема и аккуратно опустить яйцо в воду. Тогда и весь год будет хорошим. У пекарей хлебокомбината горячая пора. За ночь и утро надо испечь 30 тысяч куличей. Все по традиционному рецепту. Мы выпекаем куличи по традиционной технологии из натуральных компонентов с добавлением ярких цукатов и сочного изюма. Наш кулич покрыт белоснежной ароматной глазурью и украшен декоративной посыпкой. Но прежде чем попасть на прилавок, каждый кулич освещают. Куличи являются неотъемлемой традицией нашей православной жизни. И так же, как любая православная вещь, она нуждается в освящении. Великую субботу перед Пасхой еще называют Тихой. Церковные служители советуют провести эти дни с близкими и родными и попросить Бога о сокровенном. Важно найти для себя эту жизненную опору. В этом фундаменте заложено Слово Божие.
где камнем веры является сам Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, воскресший сегодня тридневно для спасения всего человечества. Поздравляю вас всех! Христос воскресе! Воистину воскресе! Уже этой ночью во всех храмах пройдут пасхальные службы и крестный ход. И колокольный перезвон в каждый дом принесет благую весть о начале светлого Христового воскресения. Наталья Мизина, Игорь Романов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Татарстан. С праздником Пасхи поздравляет православных президент Татарстана. Он отмечает, что у представителей разных народов республики празднование Воскресения Христова имеет свои культурные особенности, что придает пасхальному торжеству глубокий исторический смысл. Широкое празднование в Татарстане Пасхи наравне с другими религиозными праздниками способствует укреплению традиционных ценностей. Президент подчеркивает, государственной и общественной заботой в нашей республике окружены христианские, мусульманские, иудейские и иные религиозные объединения. А в этом году все мы станем свидетелями грандиозного события – освящения воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери. Более чем на треть выполнен план по вводу жилья в этом году. Об этом сегодня Рустаму Минниханову доложил глава республиканского Минстроя. К концу года должно быть построено более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Это 161 дом по соципотеке и более 8 тысяч по программе индивидуального жилищного строительства. Как сообщил Марат Айзатуллин, в республике в плановом режиме идут работы на объектах социально-культурной сферы, возводимых по республиканским программам и национальным проектам. В плане этого года и полностью решить проблему обманутых дольщиков Татарстана. Татарстан, напомню, взял на себя обязательство в этом году закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. Проблемные долевые объекты, строительство которых сейчас активно ведется, входит в число 164 многоквартирных домов, которые в этом году должны быть сданы по линии коммерческой жилой застройки. С праздником весны и труда сегодня поздравил всех татарстанцев Фарид Мухаммедшин. Председатель Госсовета Республики отметил, что лозунг «Мир, труд, май» объединяет нас в уважении к человеку труда и общем стремлении сделать жизнь лучше. Он пожелал хорошей погоды и ударного труда аграриям на полях и дачникам на своих участках. Кто сегодня не на даче, тот на Всероссийском гастрономическом фестивале. Называется он «Чак-чай» и в третий раз собирает сладкоежек в Древнем Болгаре. Так в республике открыли туристический сезон. Дегустация национального лакомства, народные танцы и забавы, а еще гончарные и литейные мастер-классы, на которых побывала Вероника Гунудинова. Нежный, воздушный, сладкий, тающий во рту и по особому рецепту. Праздник весны и труда многие отмечают с шашлыком, а здесь, в Болгаре, чак-чаком. Сладкое лакомство на расхват. Его нужно не только попробовать, но и выбрать самое лучшее. Все голосование проходит вслепую. Дают вот такой жетон и на выбор 10 видов чак-чака. Выбирайте тот, который понравился именно вам. Все очень вкусно, сложно было остановиться на каком-то единственном варианте. Но я выбрал свой, положил туда бумажку. Номер 8. А мне 5. А какой он? Почему понравился? Сладкий, вкусный. Да. Мне понравился с медом. Мы выбрали первый. Понравился, насыщенность, вкус. На дегустации чак-чак от ведущих производителей лакомства нашей республики. Традиционный чак-чак бабушкиного именно рецепта. Вкусный, на меде, на яйцах и на муке высшего сорта. Гость может своими руками отлить, использовать такие формочки, какие-нибудь различные сувениры себе в подарок. Попробовать здесь можно не только чак-чак, но и свои силы, например, в литейной мастерской. А еще научат стрелять из лука, можно слепить фигурки в гончарной или почувствовать себя рыцарем. Шлем, меч и щит интересны и девушкам. Попробовала сделать браслет, кувшинчик. И вот пока вот это примерила. Очень аутентичное мероприятие, поэтому очень приятно здесь побывать. Мы первый раз в Болгаре, и так здорово, что совпали с этим мероприятием. Так сегодня открыли туристический сезон в Болгаре. Вся территория музея-заповедника готова принимать гостей. В 2019 году Болгар посетило более 600 тысяч туристов. И практически 10% это те, кто посетили фестивали, которые проходят в Болгарском музее-заповеднике. Вот. Сколько будет в этом году? Мы рассчитываем, конечно, шагнуть гораздо выше. Приехать на фестиваль и, конечно, обязательно прогуляться по исторической части Древнего Болгара. Сегодня его посетили больше 3000 человек. Звание самого вкусного чак-чака получили производители из Лаишевского района. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Болгар.
У них свой характер, песни и говор. В рамках нашей рубрики «Айда Татарстан» мы побывали в еще одном уникальном уголке нашей республики. Это село Соколка Бугульминского района, жители которого называют себя курчанами, потому что деревню основали переселенцы из Курской губернии. Вместе с семьями в Татарстан они перевезли и свой привычный уклад жизни. Добро пожаловать! Исәнмесез, рәхим итегез. Сәлам, хуш килдегез. Чумрачи пары ялка. Соколка – небольшое село в Бугульминском районе, но с богатой 200-летней историей. Соколка от слова «сокол». По словам местных, назвали в честь вольной птицы и называют себя не сокольчанами, а курчанами. Переселенцы из Курской губернии. Курчане были волелюбивые. За их волю в XVIII веке Екатерина II и решила их переселить. Так образовалось село Курчан Соколка. Народ был вольный, и вольности тогда боялись. Вот их переселяли, расселяли, чтобы они на соседних сел не действовали. После переезда прошли столетия, но курчане не забывают о своем происхождении. Тогда, в XVIII веке, как рассказывают старожилы села, на старых телегах семьи перевезли утварь, национальные костюмы. И туды гора, и сюды гора. Это семья Малыхиных. Глава семьи помнит еще своего прадеда. Он рассказывал, как жители села Апочки Курской губернии переселялись в наши края. Он 1800 какого-то года, сейчас не помню. Его привезли еще сюда, не его, а еще его деда или отца ли его привезли сюда еще маленьким, когда переезжали, переселялись. Сохранили Малыхины традиции предков. Каждое воскресенье большая семья встречается за большим столом с курчанскими блюдами. Картошник готовят практически каждый день и в каждой семье. Сегодня и мы попробуем. Для этого нужно сварить картофель, помять его, добавить туда лук. А еще сливочное масло, молоко, яйца. Все перемешать и отправить в духовку. Раньше все готовили в печи. Особенно любили пшенную кашу, или как ее здесь называют, кулеш. А еще курчанские плюшки, пшенники. Заправляется сливочным маслом и готовится сдобное тесто. Есть у сельчан и свой напиток, привезенный 200 лет назад из Курской губернии – узвар. Он готовится из разных ягод, и смородины, и малины, и с почти не сахаром, а медом. А запах? Курчане сохранили мягкий южный говор и гордый нрав. Мягкое «г», например, «а» вместо «о», предлог «у» вместо «в». По говору узнают уже. Или если скажешь Соколки, скажут уже все, курчане приехали. Соколка, милая моя, как мать лелеешь ты меня. Здесь мирно, дружно все живут. Татарин, русский и удмурт. Интернациональная школа – еще одна достопримечательность села. Одна из старейших школ в Бугульминском районе. Основана еще в 1908 году. У них практически в каждой семье была гражданская книга, которая на то время была очень редкой в России. СМСС, здравствуйте. Аваны. Многонационально здесь не только школа, но и местный ФАП. Надежда Вишневская, фельдшер-акушер села, работает больше 40 лет. По национальности чувашка, но ради своих пациентов выучила и татарский. С татаршем блин татарша, по-русски, русскими по-русски, с чувашцами по-чувашски разговариваем. Соколка расположена в удивительном красивом месте. Вокруг горы, богатые леса, река Зай. Все это и привлекло когда-то переселенцев. Сюда приезжают невесты с кувшинами. Здесь жители встречаются на крещении. Черный ключ имеет свою историю. Говорили, что здесь черные камни были. Вот они в счет черного родника, чтобы знать. Во-первых, они очень чистые. И, во-вторых, у них что летом, что зимой одна температура воды. У села есть свой народный вокальный ансамбль «Сокольская курчаночка», созданный еще в 60-х годах прошлого столетия. Приезжала казанская экспедиция, записывали бабушек сюда. И вот и по этим записям мы также восстанавливаем эти песни. Протяжные старинные песни, а еще необычный народный костюм. Именно домотканные были юбки, домотканные были кохты. Кстати, вот еще название кохта. Это не платок, котетка, это не пояс, это покромка. Вот так и живут в Соколках курчане, с песней, с традициями, со своей культурой. И передают их из поколения в поколение. Филюза Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район.
На старт, внимание, марш! В столице республики сегодня первый день казанского марафона. Первыми побежали, хотя скорее поползли, малыши от 5 месяцев. На свой старт вышли и дети, и взрослые. Всего в марафоне участвуют 14 тысяч спортсменов из 29 стран. Кто сегодня попал под дождь и секреты быстрого ползания, узнал Салават Мухаммадуллин. Вот уж точно, чемпионами не рождаются, ими становятся. Это тренировки и забеги ползунков, самых маленьких участников казанского марафона. Секреты быстрого ползания у всех свои. У кого-то это игрушки, а у кого-то и настоящая собака. Так в семье Гариповых Джесси тренирует 10-месячного Камаля. Тоже тренируем каждый день, ходит по 5-10 километров. Сына собакой вы звали. Это что это? Методика ваша личная? Это просто как с семьей, чтобы видел, что все поддерживают его. В полном составе на марафоне сегодня и семья Юниных. В Казань из Сызрани приехали специально побегать. Глава семьи 21 километр, хозяйка 3, дети почти целый километр. Самая младшая поползла на 20 метров. Папа решил принять участие на большой дистанции, а мы его поддержать решили всей семьей пробежать маленькие дистанции. Под дождь за ручку с мамой и папой. Так сегодня побежали трехлетки по центральному стадиону. Сложно. Сложно? Почему? Встаешь? Но все равно бежишь. А почему? Мама так сказала. Бегать не сложно, но я хочу бежать. А почему? Мне нравится. Казанский марафон 2021 по-настоящему семейный. За 2 дня на старты планирует выйти 14 тысяч спортсменов-любителей. Причем из 29 стран мира и больше 60 регионов России. В этом году у нас с точки зрения профессиональной части чуть-чуть поменялась трасса. Она опять же стала чуть-чуть быстрее, чуть-чуть комфортнее. Вот, но нам самое главное держать ту марку, на которую мы вышли несколько лет назад. В дни марафона ограничится движение по Кремлевской дамбе, мосту Миллениум, по улицам Лево и Право Булачная, Кремлевская, Ташаяк, Батурина и Профсоюзная. Утром в воскресенье нельзя будет проехать по некоторым участкам дорог в Новосавиновском и Московском районах. Изменится и движение общественного транспорта. Маршруты можно посмотреть на сайте мэрии Казани. Сегодня спортсмены-любители вышли и на старт на 3 километра. Завтра же на марафоне по центру Казани побегут самые выносливые на 10, 21 и 42 километра. Салават Мухаммадуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи! Всем миром в Божий ряд мы встанем, ведь дети солнца наш народ. Всем солнце свет дарить мы станем, мир славит наш чувашский род. Раиса Сарби. Уважаемые татарстанцы и гости республики, от имени КПРФ я хочу поздравить вас с большим праздником, праздником 1 мая, с Днем международной солидарности трудящихся всего мира. Доброго здоровья, успехов, благополучия каждой семье нашей великой Родины России, малой Родины Татарстана. Покупаем здесь Победе. Вкусные, свежие, дешевле. Нам для внуков сбережения нужны. В магазинах Победа квас «Желтая бочка» 3,5 литра 69,90. И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Данила Мастер. Установка за полцены. 202-38-32. И этот праздник русской речи высокой глубью сотворен, как путь
где трепетные свечи ведут над пропастью времен. Юнноморец. Здравствуй, май! Время первых гроз и упоительного аромата цветущих растений. О погоде на 2 мая прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, воскресенье. На юго-востоке, в Бугульме, Вавлах, Азнакаево ожидается небольшая передышка в осадках, умеренно теплая погода. Прекратятся осадки в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Прояснится, тут плюс 13. Дождливый и пасмурный циклон отступит и на севере Татарстана. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также прояснится, умеренно теплая погода. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси вероятность осадков будет небольшой, но ветер все так же неспокоен, плюс 12. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске без осадков, температура пока невысокая. В Альметьевске, в Чистополе, Мамадыше также дожди прекратятся, погода вполне располагает к прогулкам. Наступил самый долгожданный месяц года. Несмотря на прохладу и дожди, воздух чист и наполнен невероятными ароматами пробуждающейся природы. В понедельник нас вновь ожидают дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего 1 укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. В воскресенье в Казани прояснится, осадки не прогнозируются. Ночью плюс 7, а днем 12 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 59%. Магнитное поле Земли спокойное. Пусть капризы природы не испортят настроя на длительные выходные. До свидания.